Продолжаем выпуск. Ежедневно в сети интернет создаются десятки различных сайтов информационного и развлекательного направления. Довольно весомую часть Рунета занимают и интернет-ресурсы Чеченской Республики. Ежегодный конкурс «Золотой сайт Чинета» призван привлечь внимание к порталам, в которых рассказывается о жизни и культуре Чеченской Республики. Сегодня в Грозном подвели итоги ежегодного конкурса. Риана Айдамирова присутствовала на торжественной церемонии. Идея создания сайта «Чечен-Ажанском» у Саркана Ак-Эль возникла год назад. Вместе с другом они решили сделать информацию о Чеченской Республике доступной для каждого турецкого пользователя. Я хотел из Чечни, право, все узнает и знает, как здесь спокойно жизнь и спокойно люди живут. Я тоже Новый год сюда приехал, я сам видел. Труд Саркана сегодня был высоко оценен. Он стал победителем в конкурсе «Золотой сайт Чинета-2010» в номинации «Лучший информационный сайт». Торжественную церемонию подведения итогов конкурса открыл министр Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации. Также с речью выступил и председатель чеченской диаспоры в Соединенных Штатах Америки. Мы все это видим, как цветет город Грозный, как преображается наша республика, как благополучие людей улучшается. И мы это смогли, разумеется, не по телевидению, а в первую очередь через интернет. Около 140 заявок на участие в конкурсе поступило не только из России, но и из дальнего зарубежья. Это говорит о том, что за событиями в нашем регионе следят интернет-пользователи всего мира. Весь сегмент чеченского интернета по всему миру объединился. И мы сегодня на страницах этих сайтов в сутки 300 тысяч видим просмотров. Представьте, какая-то мощная армия. И что там мы показываем? Мы показываем там республику, мы показываем там достижения нашей республики. И это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении, которое нам указал глава Чеченской Республики Рамзан Ахмадович Кадыров. И в следующем году я не удивлюсь, если в этом конкурсе будут участвовать и такие сайты, как Кавказ-центр, Чечен-пресс. Мы ведем с ними переговоры. Они, поменяв свою античеченскую, антинародную тематику, и если подадут на конкурс участия, мы их тоже примем. Золотой сайт Чинета-2010 проводится уже второй раз. Если сравнивать с предыдущим конкурсом, то участников стало намного больше, говорят организаторы. Это и есть главная цель – развития и популяризация информационных ресурсов и сервисов, расположенных как в регионе, так и за его пределами. Всего в конкурсе было 8 номинаций, в каждой определился победитель. Ну а гран-при завоевал в этом году официальный сайт футбольного клуба «Терек». Буквально несколько лет тому назад, мы все помним, в какой стадии у нас было развитие интернета и вообще веб-ресурсов. Практически поле было свободное. То есть мы отсутствовали на этом рынке. Присутствовала при этом экстремистская часть этой сферы. То есть это различного толка экстремистские сайты, бандитские сайты, национал-предательские сайты, которые обманным путем увлекали молодежь. Эта молодежь приезжала в республику или организовывалась здесь, выходила на братоубийственную тропу, войну, и в итоге мы получали постоянно смерти наших братьев, молодых ребят и так далее. Сегодня, благодаря Всевышнему и благодаря воле и поручению нашего Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики, который собрал нас, дал нам поручение, сказал организовать именно эту работу и вывести наше интернет-пространство на нормальный, достойный уровень. И я думаю, что проводя такие мероприятия, мы сегодня можем констатировать, можем говорить о том, что мы пришли к этому, мы сегодня побеждаем. Мы сегодня видим, что в конкурсах Чеченской Республики побеждают уже социальные сайты, спортивные сайты. О чем это говорит? Это говорит о том, что мир в Чеченскую Республику пришел. И я поздравляю сайт футбольного клуба «Терек» и желаю в дальнейшем побеждать в этих конкурсах, потому что мы сегодня спортивная, процветающая, стабильная республика под руководством нашего главы Рамзана Ахмадовича Кадырова.
Подарки и призы победителям вручили и спонсоры. В этот раз ими стали Министерство транспорта и связи республики, уполномоченный по правам человека, Кавказский филиал «Мегафон» и владелец сети ресторанов в Грозном. В этом году было представлено огромное количество веб-ресурсов. В итоге члены жюри выбрали лучших. Уже в ближайшее время начнется прием заявок на следующий конкурс «Золотой сайт Чинета-2011». Лиана Эдемирова, Ильяс Якубов, Вахакан.